В первой школе «Барсуки» с 7 по 11 апреля проходит первый тур дополнительной иммунизации против полиомиелита. До вакцинации врач-педиатр проводит осмотр ребенка, после чего он направляется в прививочный кабинет. Больно, конечно, немножко, но мы потерпим, да, мама? Волнение и страх, конечно, присутствует, но держатся ребята стойко. Как больно было? Ну, не так уж сильно, но было. Отказы родителей от иммунизации привели к тому, что в республике в последние несколько лет в детских учреждениях массово циркулируют инфекции, корь, краснуха, коклюш, паротит и другие заболевания. Ни один любящий родитель не будет подвергать такому риску своего ребенка. Необходимо слушать врачей, а не рекомендации людей с сомнительными знаниями. С родителями была работа проведена, чтобы родители не боялись делать разные прививки. И, естественно, после таких работ и после таких конкурсов у нас родители многие согласились на прививки. Учитывая остро стоящую эпидемиологическую ситуацию в республике и вообще в России, зная последствия этих болезней, я, естественно, не раздумывая, подписалась под эту прививку с целью оградить себя и своих детей. До внедрения вакцины от полиомиелита ежегодно становились парализованными и умирали тысячи человек по всему миру. Вирус попадает в организм через ротовую полость с водой и пищей, через немытые руки или загрязненные игрушки. Есть, конечно, и сложные родители, которым отдельно надо беседовать. Дети некоторые сами хотят, потому что они же видели все, мы объясняли, видели, наглядное пособие показывали. Поэтому в некоторых классах даже есть классы, которые согласились почти больше половины. Такие классы у меня тоже есть. То есть они и родителям сами говорят, что нужно, вот, необходимо сделать, потому что это же здоровье детей. Проводя неоднократные беседы с родителями в школе, они стали смотреть на эту проблему с положительной и серьезной стороны. Благодаря этому первый тур вакцинации дал положительные плоды, так как из 100% учащихся прививку получили 90%. Второй тур иммунизации начнется с 12 мая. Мадина Богатырева, Белял Ахильгов, Магаз 24.